Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости», в студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Продолжается модернизация образовательных организаций. Депутат Госсовета помог осуществить давнюю мечту сотрудников детского сада. Ветераны принимают поздравления. Президент России поздравил интинцев с юбилейными днями рождения. Новогоднего фейерверка не будет, но от праздничной атмосферы решили не отказываться. На площади Ленина началось строительство снежного городка. Школьники и курсанты прошли учения боевой подготовки и выполнили поставленные перед ними задачи. Юноши и девушки соревновались в патриотической игре за звание лучшего отряда. Депутаты Госсовета Республики Коми выполняют наказы интинских избирателей. В детском саду «Родничок» сейчас идут работы по обновлению напольного покрытия спортивного зала. На просьбу сотрудников дошкольного учреждения откликнулся народный избранник Александр Попов. Среди дошкольных учреждений города спортивный зал детского сада «Родничок» самый большой. Раньше здесь был деревянный пол, но педагог-инструктор Галина Коковкина давно хотела современное специализированное покрытие. Ее мечту в реальность смог воплотить депутат Госсовета Республики Коми Александр Попов. Приходил к нам в детский садик Александр Николаевич Попов, депутат Госсовета Республики Коми, и спрашивал, что вы хотите. Пожелание у меня было, что это моя мечта, вот именно, чтобы было такое покрытие. И вот она осуществилась. Зал у нас большой, 176 квадратных метров. Это если не считать инвентарный. И поэтому пол нам нужен был, но он был до этого деревянный, вроде бы как нас устраивал. Но когда Александр Николаевич пришел, Попов, то Галина Егоровна выразила такое пожелание, чтобы у нас был пол современный. Современное напольное покрытие именно для спортивных залов. И он к нам прислушался, мы очень ему благодарны, потому что мероприятие дорогостоящее. Нам вышло больше 1 000 000 рублей. Нам, конечно, республика очень помогла. И вот Александр Николаевич приходил, он уже смотрел, очень мечтал побывать на открытии, но пока в данный момент еще в процессе все, потому что срок окончания работы у нас 30 ноября. На протяжении многих лет мы привыкли видеть в спортивных залах дощатые полы, но это далеко не самое лучшее покрытие для занятий физической культурой. Перед каждым учебным годом мы готовили наше покрытие, потому что деревянное было. Оно особого требовало ухода. Это и покраска, и разметку все надо было обновлять. И поэтому всегда мечтала, чтобы было такое покрытие, которое было бы долговечное. И покрытие именно, чтобы было более современное. Спортивный линолеум – это эластичное покрытие, которое специально разработано для занятий атлетикой, гимнастикой и игровыми видами спорта. Он универсален, многофункционален, износостойкий и влагостойкий. Чем он хорош? Он именно отвечает требованиям по безопасности, шумопоглощающий, я так думаю, также долговечное, не противоскользящие. Амортизация в присутствии, что дети спокойно могут и попрыгать, и ползать, и различные все основные виды движения, они будут выполнять более комфортно. К работам в спортивном зале приступили в начале ноября. Пока идет ремонт, дети занимаются в одном из музыкальных залов. К таким неудобствам ребята и их родители относятся с пониманием, ведь совсем скоро они смогут вернуться в уже обновленный зал. В курсе, конечно, с энтузиазмом, потому что реально понимают, что когда занимаешься, удобнее, конечно. Раньше у нас дети для того, чтобы не скользить, босиком занимались. Сейчас можно в спортивной обуви это делать. И вообще, понятное дело, не дерево, а амортизирующее покрытие, которое позволяет не допускать травм у детей. Я думаю, они только за. Тем более, все-таки хочется жить по-современному, по-новому. А этот пол уже делали с начала открытия детского сада, а это 1990 год, то этот пол был деревянный. Посчитайте, сколько времени прошло. Впереди еще много планов, ведь теперь после замены покрытия сотрудникам учреждения хочется провести ремонт всего спортивного зала. Разметка нам нужна на полу. Потом потянется ремонт, стены надо будет отремонтировать. Есть еще тут работа, которую мы будем дальше продолжать. Более делать современным наш спортивный зал. Тем более наш спортивный зал, для меня он самый лучший. Тем более в детских садах нет таких больших спортивных залов. Я думаю, что любая школа нам может позавидовать. Даже спортивный зал у нас такой. И, конечно, инструктор у нас хороший.
Галине Егоровне большое спасибо. Педагог – это одно, а педагог с энтузиазмом – это совершенно другое. Потому что она всегда радеет, болеет и за свою работу, и за детей, которые сюда будут приходить. В детском саду «Родничок» 170 детей. 140 ребят на постоянной основе посещают спортивные занятия. И уже совсем скоро они смогут играть на специализированном покрытии. С праздничными событиями интинцев поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин. Юбилейные даты 90 и 95 лет отметили ветераны Софья Новикова и Дмитрий Артеев. Правительственные телеграммы от главы государства и подарки от руководства города именинникам вручили представители депутатского корпуса и общественных организаций Инты. Уважаемая Софья Никитовна, сердечно поздравляю вас с юбилеем. Вы с честью прошли через горнило испытаний военного времени, поднимали страну из руин, созидали мощь и достоинство великой державы. Мы искренне благодарны вам за ратный подвиг и трудовые свершения, за глубокое чувство сопричастности к судьбе Отечества. Желаю вам и всего самого доброго, крепкого вам здоровья. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Батюшки! Поздравляю вас! Софья Никитовна Новикова родом из Горьковской области, Сеченовского района. В Инту женщина приехала в 1962 году. Более 50 лет проработала поваром в детском саду «Звездочка» при шахте «Капитальная». В коллективе пользовалась заслуженным уважением. Руководство округа помнит ветерана, поздравляет со всеми государственными праздниками и оказывает помощь. В этом году в преддверии Дня Победы в квартире Софьи Никитовны был проведен бесплатный ремонт. На кухне и в комнате установлены современные пластиковые окна. Софья Никитовна – труженица тыла. Женщина не была на полях сражений во время Великой Отечественной войны. Она воевала в тылу с голодом, холодом и страхом. Когда началась война, ей было всего 9 лет. Тяжелые ноши легли на детские плечи заботы трудового фронта. Женщина не любит вспоминать трудные военные годы. Говорит, работать приходилось наравне со взрослыми и все время хотелось кушать. У меня мурашки, да, прожили. Вот у меня дом большой, скамейка стоит у дома. Вот подружки мы сошлись, и только бух где-то слышно. Война. Это, километров 5, наверное, от нас. А слух такой, только бух. Сидим, бух. Вот так бухает. Голод хороший приняли. Мама отрежет хлеба. Мне, мама, я такой не люблю. У меня слезы, у мамы тоже слезы. Доченька, я ведь не люблю. Где же я возьму? С травы хлеб. С травы. Где-то женщины нашли бочку, а там лебеда в этой бочке. После машины, такая, зернышками смололи. И вот с этой муки делали хлеб черный, такой невкусный, а заставляли есть. Доченька, ведь у всех такой хлеб. Где же я возьму? У самой слезы. Я плачу, и она плачет. Мам, я не люблю такое. И детей я, доченька, не люблю. Куда же деваться? Нет у меня. Вот дадут, я испеку белого. Вот ржаной хлеб звали мы белым хлебом. Белый хлеб. Угу. Вот такой голод пережили мы. Какую работу приходилось выполнять ребенком? Ой, всякую тяжелую. Хлеб же убирали, мешки тяжелые. И вот одна возьмет с одной стороны, вторая с другой. По целому амбару. Вот натаскали весь день, таскали мешки. Когда уже закончилось, вот тогда. Тогда еще вот уцепись, ничего вроде страшного нет. Вроде донесу. А вот так вот. Свой 90-летний юбилей Софья Новикова отмечала с сыном, который специально приехал в Инту к маме на день рождения. Ветерану Дмитрию Артееву в этом году исполнилось 95 лет. В торжественный день он тоже принимал в свой адрес слова благодарности и поздравления от руководства страны и города. Красивый, статный, широкоплечий. Пусть вам будет крепкое здоровье.
благополучия, внимания детей, близких людей. Пусть дома будет тепло, светло, уютно, чтобы все у вас было хорошо. Дмитрий Александрович родом из коми-деревни Епа. Всю свою трудовую деятельность мужчина посвятил совхозу «Фион». В 1944 году его 17-летним парнем призвали в армию. Около 7 лет служил в пограничных войсках командиром отделения. Образцовому солдату было присвоено звание «старший сержант». В деревне родился, в Епе. Но в 14 лет, когда уже ему исполнилось, его назначили там в рыболовную артель была, и он там уже был бригадиром. 14 лет начал работать? Да, да. Так рано. 17 лет исполнилось, его призвали. В 44 году. 44 году. Потом вот война закончилась, его сразу перебросили на Азербайджана, иранская, да? Иранская граница. Да. И демобилизовался в 1951 году. Они вначале жили в Абизе, потом переехали в Ирпияк. Ну, в Ирпияке уже он работал в совхозе, а потом уже истопником в клубе. В клубе был. И в 60 лет он уже ушел с работы, и занимались они уже своим хозяйством. Ну, хозяйство большое было. Коровы, овцы, лошадь была, тёлки, бычки. Дмитрий Артеев – многодетный отец. Сейчас у дедушки много внуков и правнуков, которые очень любят его и заботятся о нем. Инта начала готовиться к Новому году. На площади Ленина уже установили деревянную горку для малышей и собирают снег для строительства зимнего городка. Совсем скоро в разных уголках округа зажгутся разноцветные гирлянды. Светодиодные консоли с праздничными украшениями появятся в витринах магазинов, на зданиях, во дворах и вдоль дорог. На площади Ленина стартовали работы по обустройству снежного городка. Несмотря на то, что снегом город накрыло совсем недавно, этих объемов уже достаточно, чтобы постепенно сгребать сугробы и формировать будущую горку. Ежегодно мы проводим аукцион, заключаем контракты. В этом году было выделено 900 тысяч рублей на снежный городок, на оборудование. Деньги у нас выделены, контракт заключен. Работы у нас будут выполняться с 15 ноября по 26 декабря. В этот срок у нас должны быть установлены 2 горки. Одна деревянная детская, вторая для взрослых горка, она будет снежная. Первым делом подрядная организация произвела установку детского игрового комплекса. Его сборка занимает не так много времени, как формирование горки и фигур из снега. Зато уже сейчас она будет радовать интинскую детвору. Многие города у нас вообще отказываются от обустройства снежных городков, оборудования всего. Но мы решили, что дети не должны страдать и уж горки не помешают, поэтому по минимальному мы сделали, как обычно, из года в год 2 горки у нас будет, елка будет новая, гирлянды будут новые, ну и, в принципе, заграждение, все. В этом году на центральной площади Инты будет установлена новая новогодняя красавица. Благодаря поддержке социального партнера компании «Пауты Плюс» администрации удалось приобрести 18-метровую каркасную елку. На выделенные средства также приобретены световая гирлянда для новой елки, 2 световых дерева и гирлянда для освещения площади. Город не потратил ни копейки денег собственных. У нас благодаря ПАУТ Плюс выделили они средства. Был проведен также аукцион культурой. И вот приобретена новая елка новогодняя, большая, будет красивая. Гирлянды приобретены тоже за счет сотрудничества с ПАУТ Плюс за их средства. Так что у нас будет все красиво в этом году. А старая елка у нас переедет на микрорайон Южный. В этом году там тоже планируется обустроить небольшой снежный городок, так как детишкам там далеко ехать сюда в город, ездит, не так часто, а там у себя будут они также кататься, и горка там будет тоже снежная сделана.
Работы по обустройству снежного городка включают в себя очистку территории от снега, планировку площадей, установку щитов для обустройства ограждения по периметру площади и постаментов из снега для елки и снежной горки. Также будут возведены постаменты для Снегурочки и Деда Мороза. По контракту подрядная организация должна завершить все работы к 26 декабря. В России стартовала юбилейная акция «Елка желаний». Дети и пожилые люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут подать заявки с 10 ноября до 10 декабря на сайте. А сам сезон исполнения желаний продлится до 28 февраля 2023 года. В этом году в акции примут участие жители присоединенных территорий. Также на сайте идет регистрация волонтеров, дарителей и спонсоров. В предыдущие годы волшебные елки появились во многих регионах страны, в том числе и в Инте. Руководство города, депутаты, общественники, предприниматели с радостью исполняли новогодние мечты детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Напомним, в акции «Елка желаний» могут принять участие жители российских регионов и обладатели вида на жительство в России в возрасте от 3 до 17 лет, а также старше 60 лет, имеющие ограничения по здоровью. Инвалидность, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума. Они могут загадать как материальные – гаджеты, одежду, предметы для спорта, творчества и образования, книги, так и нематериальные желания, например, поездки и встречи с интересными людьми. Нельзя пожелать получения лекарств, средств реабилитации, приобретения недвижимости, животных, мебели, а также ремонт помещений. Новшество этого года – право подать заявку дали детям участников специальной военной операции, получивших тяжелые ранения, погибших и пропавших без вести. Действия при пожаре, правильность надевания противогаза и химической защиты, меткость, медицинские навыки и знания военных дисциплин. Это и многое другое продемонстрировали участники военно-патриотической игры, которая прошла во Всероссийский день призывника в гимназии номер 2. Муниципальную игру «Призывник» открыло торжественное поднятие флага Российской Федерации и гимн страны. В спортивном зале гимназии номер 2 собрались 9 команд из разных образовательных учреждений. Курсанты ДСАФ и юноармейцы. В самом начале они продемонстрировали элементы строевой подготовки. Товарищ полковник, отделение, лицея номер 1, количество 5 человек. Для участия в патриотической игре построить. Командир отделения, Камил. Вольно, стать строй. Вольно. Капитаны каждой команды читались о готовности. В свою очередь ребят поприветствовали гости праздника. Игре дан старт. Товарищи участники военно-патриотической игры, поздравляю вас с Днем призывника! В ходе игры командам предстояло пройти 10 контрольных пунктов. В каждой комнате свое задание, которое нужно выполнить за отведенное время и тем самым заработать баллы. Игра «Призывник» в гимназии проводится с 2014 года, то есть это такой долгосрочный, очень популярный проект, который направлен на формирование гражданской идентичности учащихся, на патриотическое воспитание. Игра проводится в форме контрольных пунктов, где команды, которые представляют образовательные организации города, общественные организации, в этом году у нас и юноармейцы, и курсанты ДСАФ будут принимать участие в состязаниях. И на этих контрольных пунктах ребята выполняют различные задания, которые отражают уровень их боевой подготовки, владения сборкой, разборкой автомата, пулевой стрельбой и так далее. Каждая станция уникальна и посвящена определенной теме. Ребята проверили свои знания в самых различных областях военного дела. Оказывали первую медицинскую помощь, демонстрировали физическую подготовку. К наиболее интересным станциям, на мой взгляд, относится станция «Военный переводчик», где ребята расшифровывают, предложенные им тексты. Станция, где они могут поупражняться в картоведении военном, да, то есть это топографические знания свои продемонстрировать. Ну, на мой взгляд, вообще каждая станция, она особый интерес ребятам представляет, потому что кто-то из них обладает определенными умениями, навыками, кто-то может проявить себя совсем на другой станции, а в общем ведь они команда, и поэтому только слаженная команда сможет достичь того результата, который они перед собой поставили. Один из контрольных пунктов организовали сотрудники пожарной охраны. Здесь ребята тушили очаг возгорания в учебном кабинете и спасали пострадавшего. В организации станции нам помогают специалисты МЧС,
Они будут работать на станции, которая связана с демонстрацией навыков пожаротушения. И вот согласились они оказать свою профессиональную помощь для того, чтобы, ну, с одной стороны, посмотреть, как ребята владеют этими навыками, а с другой стороны, и, наверное, в ходе работы этой станции чему-то их новому обучить. Организаторы данного контрольного пункта постарались приблизить условия к настоящим. Создали задымление, отключили свет и выдали необходимый инвентарь. Ребята тут производят тушение пожаров в составе караула, получается, и находят пострадавшего. Как вы видите, пострадавший у нас в данный момент сидит за партой. Соответственно, они должны будут эвакуировать пострадавшего и потушить пожар. Для них максимально приближены условия. Да, как говорится, приближены к боевым действиям по тушению пожара и эвакуации пострадавшего, как производим мы. А каким образом они будут тушить пожар? У них есть макет, получается, пожарные рукава и ствола. Они, такой же вес, все такое же, и они будут, получается, производить тушение пожара. Найдут очаг, в данный момент это фонарь, и должны его принести нам, показать, что они его потушили, и, соответственно, принести пострадавшему. Свежий воздух. Все, аккуратно кладем, аккуратно кладем. Все станции были интересными в этом году, к их подготовке подошли с изрядной долей фантазии. К примеру, ребятам предлагали, управляя квадрокоптером, рассмотреть позиционирование войск противника и зарисовать их на карте. Несколько контрольных пунктов были связаны с оружием. В тире ребята проверили свою меткость, а в оружейной на время собирали автомат. Особенно зрелищной стала станция радиационной, химической и биологической защиты. Команды должны предотвратить аварию, собрав железную дорогу. Еще команды должны надеть РХБЗ, точнее ОЗК. В него входит плащ, чулки, противогаз, средства защиты от химической атаки. Поезд переворачивается с химикатами. И команды должны собрать эту железную дорогу, чтобы поезд смог дальше проехать. Надевать средства индивидуальной защиты участники команд должны были на время. Газы! По итогам муниципальной военно-патриотической игры «Призывник» призерами стали учащиеся гимназии номер 3 и сводный отряд юноармейцев. Победителями соревнований признана команда гимназии номер 2. О каких правах, обязанностях и ответственности должны знать несовершеннолетние? Куда могут обратиться в трудных жизненных ситуациях дети, подростки и их родители? Накануне Всемирного дня прав ребенка и Дня правовой помощи детям в Инте проходят классные часы и круглые столы с участием специалистов разных служб и ведомств. В Интинском филиале Воркутинского политехнического техникума прошел круглый стол, приуроченный к Всемирному дню прав ребенка. Главными участниками мероприятия стали студенты образовательного учреждения. Всемирный день ребенка отмечается ежегодно 20 ноября. Дата не случайна. Именно в этот день, в 1989 году, была принята Конвенция о правах ребенка, которая признала, что ребенку для всестороннего и гармоничного развития личности необходимо расти в семейном окружении, атмосфере счастья, любви и взаимопонимания. Дети очень уязвимы, а поэтому нуждаются в особой защите и помощи. Еще на уроках обществознания в школе вы узнали о своих гражданских правах, и вы не боитесь высказывать свое собственное мнение. Вас с ранних лет учат основам безопасности жизнедеятельности и правилам оказания медицинской помощи. А кто из вас знает свои права? Назовите их. Кто готов поделиться мнением? Самое основное, я подскажу, это наступает при рождении. Право на имя. Право на имя еще, а самое основное, которое прям... Да, молодцы.
20 ноября ежегодно проводится и Всероссийский день правовой помощи детям. Именно поэтому на круглый стол были приглашены специалисты отдела опеки и попечительства, ЗАГСа и комиссии по делам несовершеннолетних. Первым делом в рамках работы круглого стола была освещена история возникновения этой даты. Подросткам еще раз напомнили об их правах, обязанностях и ответственности каждого человека с рождения до 18 лет. Ребята, отстаивая свои права, не стоит забывать, что у других людей есть такие же права, как у вас. Поэтому я призываю вас уважать свои права, не нарушать и быть внимательным к различным ситуациям в жизни. После вступительной беседы ребятам предложили приступить к практической части и проанализировать различные ситуации из жизни, с которыми может столкнуться каждый присутствующий. Выслушав мнение студентов, специалисты подводили итоги и озвучивали правильные ответы. Если он совершает правонарушение, которое ведет к спаиванию несовершеннолетних в употреблении спиртных напитков, то он привлекается к статье 6.1.1, где предусмотрен штраф 1500 рублей. Но хочу предупредить в том, что даже взрослое лицо, будучи вот в такой ситуации, совершает, если неоднократно правонарушение по статье 6.1.1, его могут привлечь к уголовной ответственности за спаивание несовершеннолетних. Совершил одно правонарушение, наказывается по правонарушению. Совершил несколько, уже попадает под уголовную статью. Что касается детей, не достигших возраста 18 лет вот в этой статье, то если они достигли возраста 16 лет, они сами самостоятельно будут привлекаться к административной ответственности, где тоже предусмотрены штрафы в отношении несовершеннолетних от 500 до 1500 рублей. Если ребенок не достиг возраста 16 лет, материалы однозначно будут составлены на родителей по статье 20.22, где будет предусмотрен штраф от 1500 рублей. Но в любом случае, что касается 16-летнего возраста и до 16 лет, несовершеннолетние подростки будут поставлены на профилактический учет. В конце мероприятия студентам предоставили возможность задать специалистам свои личные вопросы, получить консультации и полезную информацию, которая поможет им в дальнейшем грамотно ориентироваться в мире прав и обязанностей. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале и будьте в курсе значимых событий ИНТы. Всего доброго и до свидания.